Замест центральной пляцоўкі каля ліцея фойе. У зале только выпускники и их наставники. Формат новый, сціплый, але урочистый. Конечно, мы все очень ждали этого дня, мы морально к нему готовились, но когда он подходит, все-таки это какой-то рубеж между детской и взрослой жизнью, это всегда волнительно. На тварах усмешки, хотя и с долей сумму, на стужках пожаданні. У нас был очень активный класс, который поддерживал меня во всем. Нас всех поддерживали учителя, и мы все стремились в будущее. Я собираюсь поступать в ГУИР. Я 11 лет шел к этому моменту, и я в предвкушении ожидания чего-то нового, чего-то большего, чего-то удивительного. Будучі філологи, дизайнери, програмісти, льотчики – у кожного свої мари і погляд у будучиню, подмурки якої юнаки і дівчата закладывают уже зараз. За что? Подяки ліцею. Для некоторых ён – сторонка семейной истории. У меня отец, дядя, мой двоюродный брат заканчивали лицей, все на физико-математическом профиле. Сейчас младший брат готовится поступать в него. Поэтому для меня это что-то большее, чем просто окончание учебного года, какие-то традиции. Для меня это самое такое сокровенное. То есть я вот иду с историей своей семьи. Сёлета выпускниками лицея номер 1 Пушкина станут 135 человек. Наставники упэўнены, усё ў гэтай моладзі складецца наилепшым чынам. Выпуск блестящий, много медалистов среди ребят. Есть обладатели специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся. Лицеисты года, ребята, которые прошли интеллектуальный марафон, победили в интеллектуальном марафоне. И, конечно, для таких ребят невозможно не устроить праздник. Свято апошняга звонка у новом сціплым формате прошло во всех навучальных установах в области. Знам'янскую среднюю школу сёлета заканчивалось 8 юнаков и девчат. Повіншаваць их вступлением у дорослое жыццё пришла и первая наставница. Они пришли малыми, несмышленными еще девочками, мальчишками. И вот сейчас я вижу перед своими глазами взрослых уже красавиц, девушек и мальчиков. Мне очень приятно, что класс был хороший. Апошний классный час, пожадание наставников и лист до себе у будучиню. И апошний звонок. Звонки, радостный. Кажется, вот только вчера я был в первом классе, и смотря на 11-классников, я думал, как это все-таки будет трудно прожить эту школьную жизнь. А сейчас я оборачиваюсь на свою жизнь, и я вижу, что, в принципе, жизнь прожита не зря, и школьной жизнью я удовлетворен. Мне будет печально расставаться с школьными учителями, с бывшими одноклассниками, однако я надеюсь, что мы в этой жизни еще будем встречаться и общаться. Сёлета апошні звонок у школах Брестской области прагучаў для 9,5 тысяч выпускников. За плячыма школьные занятки, наперадзе экзамены, уступная кампанія и дорослое жыццё, у якое юнакі і дзяўчаты, нягледзячы ні на што, крошаць з аптымізмам. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».